твердые и мягкие металлы. К примеру, могли плавить свинец, олово и медь, а так олово и медь это мягкие металлы, их могли смешивать уже вместе в разных пропорциях и получали более твердый сплав. Могли получать бронзу. А из свинца могли отливать ядра для пушек. И в начале котлов находились твердые металлы, потому что здесь температура самая высокая, а дальше уже мягкие металлы, потому что там температура все ниже и ниже. А здесь у нас расположена модель поворотного моста дальше, который за несколько дней солдаты могли собрать на берегу. Во время сражений, когда им необходимо было перейти через реку либо овраг, а там не было моста, а рек очень много в Европе, и сражений было в то время очень много, и поворотный мост был мостом, состоящим из одного пролета, прикрепленным к одному берегу реки. И когда мост поворачивали на противоположный берег, то могла уже переходить армия, лошади, орудия перевозить и двигаться в сторону противника, а мост возвращали обратно на берег, чтобы он не мешал ходить сюда, по реке. И такая простая конструкция была придумана Леонардо при переходе рек, где нет мостов во время военных сражений. И здесь дальше у нас расположен еще один мост, только уже подвесной мост, не требующий дополнительных опор. Всего 2 опоры ему требовалось, посерединому опора не требовалось, потому что за счет канатной системы, придуманной Леонардо, эта конструкция была надежна для тех времен, и люди, лошади с повозками спокойно могли по нему передвигаться. Многотонных машин в то время еще не было, а современные подвесные мосты делают уже металлические конструкции вместо деревянных, а вместо канатов используют троса. Но сама идея подвесных мостов была взята у Леонардо, который уже правильно математически все рассчитал 500 лет назад, и такие мосты делались во времена Леонардо. А следующая часть экспозиции начинается уже посвящена военным машинам Леонардо, и начинается с крепостной защиты стен от нападений, которая была придумана Леонардо. И здесь